В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Больше, чем профессия. В Абхазии отметили Всемирный день учителя. Победе четверть века. Гагра готовится к празднику освобождения. Фуд-Сити – город, в котором есть все. Встречи в рамках выставки «Золотая осень». Сегодня, 5 октября, во всем мире отмечается День учителя. С профессиональным праздником учителей Абхазии поздравил президент Рауль Хаджимба. Образование – это главный фактор, обеспечивающий достойное место государства в современном мире и возможность движения страны вперед. Учитель – это больше, чем профессия. Это просветительская миссия человека с высокими профессиональными и моральными качествами. Исключительно преданные своему делу люди умеют не просто дать своим ученикам знания, но и раскрыть их таланты, воспитать ответственных граждан страны, привить им любовь к культуре и богатым историческим традициям, отметил в частности президент в своем поздравлении. И сегодня же Рауль Хаджимба своим указом присвоил 33 педагогам почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения. В их числе Эмма Адлиба, бывший директор Института педагогики, Талико Аджинджал, учительница начальных классов средней школы номер 4 города Сухум, Валентина Ашуба, бывшая учительница начальных классов Цандрыбской средней школы номер 2, Людмила Цубехия, ведущий научный сотрудник Института педагогики и другие достойные представители профессии. Всемирный день учителя был учрежден в 1994 году. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечают роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие всего общества. Акыря псохар заю Марина Валерьевна, их дахнахал дахибер заю рымшныха хазей хащот, агвабзейра агвамч, акуджия духа и Марьям хюсаджа и табубха шахет зигирзым, джабай хаду хаштум хараб занзым. Хан хзылу юзуб бзяхя абод зайча ахпепевая глаз. Поздравляем! Поздравляем! День учителя – это символ признательности и уважения к педагогам, людям, чью важную роль в жизни каждого человека невозможно переоценить, так как благодаря их трудам и настойчивости дети обретают тягу к знаниям, открывают в себе новые таланты, учатся вниманию, терпению и общению. Здесь у меня есть и кабардинец, армяночка, девочка, есть грек в классе. Все они немного, конечно, разные по характеру, каждому нужно найти подход. Но дети, конечно же, современные, немножко другие по сравнению с тем выпуском, которые у меня были. Они иногда меня называют мамой, мама Марина Валерьевна. И надо быть мамой, их обнять, прижать, полюбить, как своего ребеночка, конечно же. Если этого не будет, и они не привыкнут к вам просто. Марина Валерьевна Джонуа, педагог начальных классов. В школе уже не первый год. Она сама мама 3 детей. За ее плечами 2 высших образования. Педагог начальных классов и экономист-правовед. Сейчас Марина Джонуа ведет 3 класс. В нем 34 ученика. Я в нашей 4-й школе преподаю 11 лет. Выпустила 3 класса. Это мой уже 4-й класс. Бывает, мои дети иногда говорят, ты своих детей, своих учеников больше любишь. Я говорю, ой, какие же вы интересные, как я могу их больше любить или меньше любить? Вы все для меня мои дети. Я и так и говорю, вот мои детишки сегодня вот это сделали или вот так вот что-то там проказничали. И дома всегда смеются, мамины дети. Так и говорят, мамины дети. Они мои детишки. Как говорит Марина Валерьевна, любовь к школе ей привила ее первая учительница. Именно благодаря ей она и решила посвятить себя школе, детям. По собственному ее признанию, без любви к детям, к профессии в школе делать нечего. Моя первая учительница, которую я очень люблю, Нелли Владимировна Ман. Она преподавала в 10-й школе, когда я училась. Мы ее очень любили, и я ее до сих пор люблю и вспоминаю.
каждый ее день рождения. Мы даже с классом встречаемся. Любовь к детям. Если их не будешь любить, здесь работать, конечно, тяжело. Учитель – это не просто профессия, а настоящее призвание, так как хороший педагог дает не только знания, но и воспитывает новое поколение. Дети чувствуют, когда к ним относятся с душой. Когда получаю видеоуроки, себе удовольствие, маме удовольствие. Мне очень нравятся учителя в школе. Я люблю очень сильно учиться, и я хочу, чтобы я тоже стала учительницей. Мне очень нравится. Мне очень нравится ходить в школу, побольше всего узнавать. Здесь очень много всего интересного. Когда я пошел в школу, у меня появилось очень много друзей. Каждый маленький ученик уже личность, у которой множество вопросов, и педагог всегда находит на них ответы. Учителя, словно настоящие кудесники, отдают себя полностью работе. Педагог очень замечательный, она каждому подход свой имеет. Мы за это ей очень благодарны. Большое, огромное ей спасибо. Замечательный учитель. Более 4000 учителей работают сегодня в сфере образования нашей страны. Именно от них, от качества и содержания их работы зависит развитие страны на десятилетия вперед. Профессия педагога играет ключевую роль в сохранении нации, ее генофонда. Зигреха атак пхукразцу занатсар алла парзайра сара абри ашкола анмижкон акыршукс непанкла на школа чаус зуа сарсы унд патрот тудзуб худсуб хазот рджаб хасхрхот сарзайца рджабара цоп избанзар ламкала абри школа алскарц тахуб хбхазара яха зки ши жюк ранза ахучкосто а школа ч и смена каус зуа школа джаусура джаба дарер аджаба рацацуп рхаца мархазаква ашим танасата абрзуни нала хартица сат в банза аусрует حمت دوخت شزگی خبقه حتراش صار شدش شربسير عشان توس. Рената Шакай, Саида Гухова, Абхазское телевидение. Известному абхазскому поэту, писателю и публицисту Платону Бебе сегодня исполнилось 82 года. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Платона Бебе с днем рождения. Вас знают как поэта и писателя с большим талантом и в нашей республике, и за рубежом. Вы представитель нового поколения в абхазской литературе 50-х годов. Из-под вашего пера вышли многочисленные собрания поэзии и прозы. Вы вложили много труда в работу журналов «Амцебс» и «Алашара». Вы осуществили переводы произведений великих писателей мировой литературы. Высокую оценку получили ваши романы, художественная публицистика и детская поэзия. Ваши творческие работы отмечены высокой государственной премией имени народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия. Говорится, в частности, в поздравлении главы государства. Завтра, 6 октября, исполняется 25 лет со дня освобождения Гагарского района от войск Госсовета Грузии. По этому случаю в районе пройдут праздничные мероприятия. О том, какие именно, расскажет Сария Эсмер. Вот уже неделю, как Гагарский стадион превратился в импровизированную музыкальную площадку, студию национальных танцев и смешанных единоборств. Здесь полным ходом идет подготовка к грандиозному мероприятию, посвященному 25-летию освобождения Гагры. В мероприятии задействовано около 1000 детей с разных школ района. Более того, впервые здесь будут выступать и танцевальные коллективы из Северного Кавказа. Сегодня у нас в гостях очень много, есть государственные коллективы, но самое главное, дорогие для нас гости, это из Кабарды, это из Адыгеи. Здесь в основном очень много фольклор, очень много песен, это Ахраша, Озбак Яша. Это в основном основоположники нашего фольклорного эстрадного жанра и много танцев. Танцы, героические танцы, патриотические танцы. 1000 детишек мы выведем светом, одеты светом абхазского флага.
Праздничные мероприятия начнутся 6 октября в 17:00 с возложения цветов у памятника погибшим. В церемонии примут участие руководство страны, ветераны, матери погибших, жители города, многочисленные гости, в их числе и добровольцы. Завтра у нас особый день, будет с 5 часов, с половины 5 даже, возложение цветов к памятникам освободителям Гагры, погибшим, к памятнику Владиславу Григорьевичу. Потом вот туда шествие к стадиону, шествие бессмертного полка тоже. И потом к стадиону начинается концертная программа, рассчитанная где-то 1,5-2 часа. Таким образом мы завершаем. В этом году в честь празднования 25-летия со дня освобождения Гагры решением администрации района Министерством обороны Абхазии были выпущены памятные медали, которыми награждаются все участники боев за Гагру, в том числе и семьи погибших. Памятные медали уже вручены ветеранам, а также семьям погибших из Ачамчирского района, Сухума, Гудауты, Гудаутского района и Гагарского района. Мы уже дней 10 как начали вручение медалей с Ачамчирского района. Уже награждено порядка около 500 человек. Это все районы Абхазии. Сухум и Сухумский район, Ачамчирский район, район Гудаутский. Уже несколько дней подряд встречаемся именно в этом зале и даем медали местным ребятам. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока мы не охватим всех. Четверть века прошло со дня освобождения Гагры. Многое изменилось. Восстановлена инфраструктура. Совсем недавно был отреставрирован памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. А в прошлом году в городе установлен памятник первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба. Каждый год 6 октября здесь проходят праздничные мероприятия, посвященные освобождению города, в котором принимает участие большое количество людей. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Торговое представительство Абхазии в России приняло участие в работе специальной агропромышленной сессии в рамках выставки «Золотая осень-2017». Главная тема – экспортная инфраструктура – ключевой фактор доступа на зарубежные рынки. Организаторы – Минсельхоз России, Объединенная зерновая компания, Евразийский деловой союз. Мероприятие прошло на площадке крупнейшего агропродовольственного кластера в Европе Food City. Наша съемочная группа посетила форум и убедилась – Food City – это город, в котором есть все. Репортаж Нисфы Аршба. Участники форума выслушали мнение экспертов агропромышленной отрасли, обсудили вопросы сельхозпроизводства, аграрной политики и снятия экспортных барьеров. Нашли понимание того, что именно необходимо сделать для увеличения экспорта товаров. Основная задача Евразийского делового союза – организовать правильные коммуникации между представителями малого и среднего бизнеса. Прежде всего страны Евразийской экономической зоны, туда входят 5 стран. Вот эти коммуникации, которые налаживаются на нашей площадке, мы очень сильно надеемся, что будут полезны для любого представителя бизнеса. С точки зрения как представления своей продукции, так и последующей потенциальной сделки на куплю-продажу. Буквально вчера на Золотой осени Евразийский деловой союз подписал соглашение с Торгпредством Республики Абхазия по взаимодействию. Это значит, что в скором будущем мы готовы будем начать работу с точки зрения представления этой площадки для производителей Абхазии и, соответственно, дадим эту площадку производителю Абхазии. Хорошей новостью для нашей страны станет появление абхазской торговой площадки в рамках создания торгового дома Абхазии. Этой договоренности удалось достичь в ходе длительного диалога нашего торгпредства с руководством Евразийского делового союза. Абхазских производителей здесь готовы встретить с распростертыми объятиями и дать возможность поставлять собственный товар на российский прилавок. Я думаю, что присоединение Абхазии к этим процессам в рамках Евразийского делового союза придаст серьезный импульс для развития наших различных отраслей экономики, в частности агропромышленной отрасли. Убежден, что это очень полезное и нужное дело. Могу без ложной скромности охарактеризовать эти договоренности как прорывные. Мы создаем возможности для наших производителей, даже для тех, кто производит небольшие объемы нашей продукции, присутствовать на таких ведущих площадках, как площадки Евразийского делового союза. Хотел бы отметить, что в скором времени продукция абхазских производителей будет представлена и на рынках других стран, кроме России. Не секрет, что в Евразийский деловой союз, вообще в Евразийский союз входят
5 стран. Уверен, что рынки этих стран станут для абхазских производителей дружелюбными, и нам будет полезно это сотрудничество. Эти торговые площадки, где скоро появится и абхазская, расположены в самом крупном продовольственном центре Food City. Тем, кто никогда не слышал о Food City, скажу, это территория в 124 гектара. По площади это 173 футбольных поля. Как минимум 10 тысяч покупателей каждый день, 3 тысячи продавцов, более 5 тысяч арендаторов. Ежедневно здесь реализуют до 8 тысяч тонн продуктов. В Food City есть гостиницы, бизнес-центр и свой таможенный пост, чтобы иностранным поставщикам было проще растаможить свои товары непосредственно на территории центра. Саму идею создания Food City разрабатывали много лет. За основу взяли опыт крупнейших европейских столиц. И до открытия Food City Париж, Берлин и Мадрид были лучшими в своем роде. Важно было создать центр, в котором торговали бы без посредников, в цивилизованной обстановке. И оптовики не носились бы по центру Москвы в поисках своих покупателей. Крупнейший не только в Москве, но и в Европе оптово-продовольственный центр Food City похож на большой город. Но здесь все, впрочем, как на обычном рынке. Стеллажи, сотни продавцов. Вот только вешать в граммах здесь вам никто не будет. Здесь в ходу центнеры и даже тонны. Основной ассортимент Food City – мясо, рыба, бакалея, консервы, готовые изделия, молочные продукты, полуфабрикаты, фрукты, овощи и даже цветы. Всего и не перечислишь. Еще одно достоинство для этого большого центра – все продукты свежие. На то, чтобы их найти и купить у поставщиков, теперь не нужно тратить драгоценное время. Все доставят в срок и в самом лучшем качестве. Низ Фаршба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение, Москва, Food City. Трубу вновь прорвало. Сегодня подача питьевой воды в центральной и нагорной частях столицы была прекращена из-за утечки в главном водоводе. Работники водоканала с утра на участке вели ремонтно-восстановительные работы. Главному водоводу, снабжающему питьевой водой центральную и нагорную часть столицы, более 60 лет. Его протяженность составляет 6 километров. У трубы в нескольких местах появились утечки, поэтому в некоторых частях города напор воды был слабым. Сейчас работники Сухумского водоканала своими силами проводят ремонтно-восстановительные работы по устранению прорыва на главном водоводе, отвечающего за водоснабжение центрального района города и улицы воинов-интернационалистов. Труба разорвалась, мы его вырезали окно, и специалист внутри варит латку, делает, восстанавливает утечку, чтобы потом вечером, чтобы людям подали воду. Помимо главного водопровода, работы ведутся по улицам 30 сентября и имама Шамиля. На этих участках будет произведена замена канализационного коллектора и ливневой канализации. По российской инвестпрограмме параллельно идут работы по замене главного водовода столицы. Его протяженность будет составлять 6,5 километров. Уже проложено около 600 метров. По словам специалистов, работы планируется завершить в сентябре 2019 года. Алика Трапш, Беслан Хинджери, Абхазское телевидение. В эти дни государственный ансамбль народного танца «Кавказ» собирается в Краснодар для участия в фестивале «Мир Кавказа». А не так давно ансамбль вернулся с гастролей по российским городам. За месяц артисты дали 11 концертов в Нововоронеже, Санкт-Петербурге, Москве, Мурманске и других городах. По признанию художественного руководителя ансамбля Арвелода Тарба, повсюду их принимали очень тепло. Концерты проходили при полном аншлаге. Во время выступления в городе Снежинске Свердловской области местное телевидение подготовила сюжет об ансамбле. Предлагаем его вашему вниманию. Барабанный ритм, выразительная мелодия флейты и аккордеон. На сцене Дворца культуры в самом разгаре репетиция государственного ансамбля народного танца «Кавказ». Ловкие, статные, по-юношески темпераментные танцоры-мужчины и грациозные, изящные, величественные девушки. За синхронностью и безошибочностью от точных движений следит строгий, но справедливый художественный руководитель Арвелод Тарасович Тарба, народный артист Республики Абхазия, заслуженный артист республик Карачаево-Черкесия и Южная Осетия. Легендарный танцевальный коллектив завершил свое турне для жителей атомных городов и впервые выступил в Снежинске. На этот раз постарался Джумбер Леонидович Кибучава. Раз, говорит, вот в стольких местах, говорит, концерты вы, говорит, давали, давайте в этот город тоже пусть посетят, говорит, пускай увидят, говорит, те люди, ну, тяжеловато было с нашими паспортами, вот абхазскими паспортами, но все же таки помогли, и удалось нам приехать сюда и выступать. Отец-основатель ансамбля – Кандид Тарасович Тарба, известный в России и за рубежом танцор.
обладатель многих титулов. В 1994 году, в память воинов-участников Абхазо-грузинской войны, он создал танцевальный коллектив, призванный объединить культуру танца народностей Кавказа и, как следствие, способствовать дружбе соседствующих наций. В 2016 году управление ансамблем принял Арвилот Тарба, младший брат Кандида Тарасовича. Здесь танцуем мы не только абхазские свои только. Мы абхазские номера танцуем 2 номера только. А остальные все вот братские республики Северного Кавказа, все их танцы в программе мы исполняем. Сложный рисунок танца, его характер и колорит подчеркивают традиционные народные одежды. Каждый элемент костюма несет определенное значение, отражает разнообразие наследия танцевального искусства Кавказа. Вот в черкеске танцуют рукава поднятые, а есть осетинский танец у народа у осетин. Рукава отпущенные вот такие вот длинные, с девушками танцуют, а эти висят рукава вот до сих пор. Потому что вот у них национальность такая, гордость, голыми руками дотрагиваться нельзя к женщине. Вот такая вот традиционная, вот такие вот и костюмы тоже. Все, и башлыки там одевают, папахи лохматые, папахи одевают горские, горцы в горах одевают. И когда зимой холодно, она отапливает, а в жаре тоже жару не дает, охлаждает. В каждом национальности, вот где кинжал, с кинжалом обращаться очень осторожно должно быть. Кинжал не всегда, хозяин, который одевает, не всегда его вытаскивает. Раз вытащил, не употребив, обратно положить, это позором считается. Потому сразу не вытаскивают кинжал, там 2-3 слова начнут говорить и за кинжал хвататься, такое не делают. Визитная карточка ансамбля «Кавказ» – это не только впечатляющее мастерство танцоров, но и живая музыка во время концертов. В принципе, под фонограмму работать это хорошо, но хорошо, когда еще живой оркестр. И у нас просто есть танцы, где есть спады, где есть в темпе где-то танцует. И вот поэтому как бы живой интереснее, музыканты меня поймут. Живой оркестр есть живой оркестр. В оркестре присутствует очень редкий старинный смычковый музыкальный инструмент абхарца. Очень оригинальное звучание. Многие спрашивают, что это такое интересное. Скрипку все видели, я вообще скрипачка. Ну, а сейчас перешла так как национальный коллектив, и это здорово. Все любим друг друга, помогаем. Куском хлеба всегда поделимся, если у кого нет. Вот так. Вот этот товарищ с 14 лет играть начал. Он с первого дня ансамбля этого, более 20 лет, вот он играет, этот мальчик. Наш золото наше. Кавказ – это настоящая большая семья, в которой главное – традиции, достоинство, честь, мастерство. А танец уже не просто искусство, а вся жизнь. Зажигательное выступление ансамбля не оставило равнодушным ни одного снежинского зрителя. С горящими от восторга глазами и с трудом подбирая слова, гости концерта поделились своими впечатлениями. Знаете, я люблю танцы, да? Ну, когда-то, может, сама занималась, но воочию все это увидеть не по телевидению, это непередаваемый восторг. Все очень понравилось. Самое главное — энергетика, которую отдал артист зрителям. Просто великолепно. В Абхазии были когда-то, как бы голосок. Просто нет слов. Понравилось все. И грациозность, и энергетика есть. Все слажено, все отточено. Не оторвать глаз. Ну, ощущения непередаваемые. Просто заряжено по полной программе. Ну, энергетика, конечно, танцев просто впечатляет. Очень активные мужчины, красивые женщины, плавные движения у женщин. Ну, я просто в восторге, очень мне понравилось. Мои ожидания оправдались и даже больше. Конечно, очень впечатляет. И насколько, как они держали линию, я вот как немножко занималась танцами, поэтому немножко представления имею. Это просто, просто слов нету. Молодцы. Как говорил Кандид Тарба, танец – это мысль, это чувство, это жизнь. Снежинск надолго сохранит радость от выступления ансамбля «Кавказ» и будет ждать новой незабываемой встречи.
В воскресенье 8 октября в селе Лыхны Гудаутского района состоится традиционный народный праздник урожая Лыхнашта. По вопросам организации праздника создан комитет, в который входят руководители района и все главы сельских администраций. В Гудаутском районе более 20 сел. Все эти села примут участие в мероприятии. На импровизированных национальных двориках они будут представлять дары осени, которыми может полакомиться любой желающий. Практически все блюда готовятся прямо на глазах участников гуляний. Также будут выставлены работы народных умельцев. В этом году впервые на праздник урожая пригласили 18 предприятий, которые так же, как и сельские жители, могут представить свою продукцию. По традиции на празднике состоятся конные и другие спортивные состязания, выступят известные в Абхазии творческие коллективы. Праздник начнется в 11 часов. И о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.